протер. Ну, где люди-то? Смотрите, какой вид. Я вам тут сейчас показываю небольшое коротенькое включение. Подождем еще. Может кто увидит. О, уже один человек есть. Это хорошо. Напишите что-нибудь. Смотрите, какой вам шикарный вид сегодня. Я показываю просто обалденный вид. Там море шумит. Убежали уже. Уже убежали, да? Куда все делись? Что, понедельник все устали? Понедельник все устали, да? Ну, понятненько. Если никого же не будет, я уже не буду тогда дальше продолжать так. Чуть приблизить. Смотрите, дома. Ой, поставить вот так вот. Немножко так вот поприближаю. Боюсь, телефон, чтоб не свалился, ё-моё. Туда вниз. Так, ладно, будем. Опс, вот так вот. Все равно плохо видно. Какие-то облака небольшие есть. Вот так в целом. Там внизу видно, нет? Волны. Угу. Видно волны. Один лайк. Спасибо. Чки. Спасибочки. Я куда забрался, чтобы вам город показать. Вот набережная. Так, что тут мы еще видим? Ну, сам город. Вот видите, вот эта вот штуковина Эйфелевой башни. Где она? Во. Видно, да? Эйфелева башня называется. Это Массандровский пляж. Там волны видно. Так, и что мы еще там видим? Ну и вот, по сути дела, набережная. Так, а этот апельсин видать отсюда? Куда все люди-то подевались? Никто не хочет смотреть. Просто никто не хочет смотреть. Что это за дом светится такое? Я даже не знаю. Голубым таким. Непонятно. Короче, так. Не видно. Не могу разобрать. Сориентироваться не могу.
А что это? Корабль-то не подсвечивается, что ли? Не пойму, где он. Ну вот это понятно, это Масаловский пляж, потом Мурвокзал, за ним может быть потом набережная, потом вот этот корабль, где он? Вот он, по-моему, да? Или, или мне кажется. Что за дома? Голубым светом, который что-то дергается. Так вот. Вот так вот. Сделаем. Ну что, пишите. Что вам еще показать, я не знаю. Вечернюю вот Ялту показываю. Special for you. Ну, опять фокус ушел. Вот так вот. Темновато, конечно. Ну, что сделаешь? 8 часов уже, да? Дмитрий Милованов, привет. Откуда обзор с Эйфелевой башни? Шучу. А, нет. Вот. Догадайтесь. Ик, добрый вечер. С одного раза кто догадается, тот молодец будет. Вот такой вид сегодня. Вечер. Тихий, спокойный вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Смотрите, тут машины проезжают. Тут днем не сразу сообразишь, а тут ночь. Ну еще не ночь, еще вечер всего лишь. Ну вот дорога, вот смотрите, машины проезжают. Облака еще. Как качество-то там? Хоть напишите, пожалуйста. Надеюсь, четко показывает. Но сегодня опять штормит, но было солнце. Сегодня солнце, солнечный день был, поэтому я даже позагорал. И ноги немножко помочил. Ноги помочил. Поэтому, в общем-то, так. Я знаю дорогу только под Малой Канаткой, но тут точно не кабинка. Да, это не кабинка. Вот тут прямо дорога. Подо мной. Так, если у меня телефон упадет, он куда упадет? Он на дорогу упадет? Или он на то дерево? Там дерево подо мной. Просто стою. Качество нормальное, как для ночи. Угу. Смотрите, тут еще такие дома стоят. Прикольные. Деревья вот. Там вот Эйфелева башня. Смотрите, еще раз показываю Эйфелеву башню. Где она была? Как ее увеличить-то? Ё-моё. А вот, вот. Видно, да?
Тут еще параллельно всплывает этот чат. Надо поставить надо. Вот. Когда поставишь, она нормально. Так, вот. Эйфелеву башню видно, да? Вот. Это я с приближением снимаю. Эйфелева башня-то где у нас находится? На Массандровском пляже, правильно. Значит, это где точка? Это где-то за Массандровским пляжем. Вот. Ну так город прикольный, да? Смотрите. В октябре 7 часов, это уже почти ночь. А, видно. Угу. Ну, не, 7 это вечер, честно говоря. Я, допустим, ночь читаю, я вот спать ложусь не раньше часа, наверное. Ну, дома, если дома нахожусь в обычном режиме, как бы. А здесь, конечно, да, здесь пораньше ложусь. Но если раньше лягу, и раньше проснусь. Поэтому 7 часов, ну, что-то 7 часов, это только вот мы как бы дома появляемся. Неужели гора Медведь? Нет. Ну, нет уже на горе Медведь в дороге. Господи. Так, сейчас уменьшим. Тут все-таки надо программу, что ли, какую-то поставить, попробовать. Специальную для стримов. Ей видно. Неужели? Нет, конечно. Медведь-гора-то это у нас где? Это где Гурзуф? Тама. Артек. А вот тут вон Ялта рядом. Вон она. Вон Ялта. В шаговой доступности, можно так сказать. Так, что у нас там завтра по погоде-то? Хоть бы солнышко было, можно было еще ультрафиолета набраться, и было бы просто замечательно. Вчера стримил, короче, ходил по набережной, и у меня вдруг неожиданно прервалась связь. Ну, когда, короче, я потом без увеличения качества отличное, да, спасибо. Ага. Ну, значит, не буду увеличивать. Ну, это цифровое же увеличение. У нас на смартфоне я снимаю сейчас. И, короче, сразу резко оборвался стрим, и я думаю, в чем дело-то, что такое? Оказывается, у меня гигабайты кончились. Объем трафика там 15 гигабайт, я их уже за неделю все схамал. 15 гигабайт, поэтому надо больший объем брать. Ну, если вы на больший срок какой-то находитесь, 15 гигабайт точно не хватает на отдых, на время провождения. Вот, смотрите, люди ходят подо мной. Что за люди? Куда они по дороге? Вот почему по дороге? Потому что нету тут тротуаров, поэтому людям приходится по дороге идти. Дмитрий Миланов, я в Ялте знаю точно только, где живет Дарина, и то не точно. Я отдыхал в Алуште, там знаю намного больше мест. В Алуште? Ну, мы тоже в Алуште знаем. Тоже несколько раз там отдыхали. Ну, как так, не супер, конечно, знаем, но знаем. Ага. Там, как говорится, центральную часть, часть профессорского уголка знаем. Ну, вот Ялта, видите, какая особенность сегодня, она как бы на горе, и вот там часть здания, она вот туда выше, вот эти вот, если приблизить, вот давайте я приближу. Вот, видите, да, там наверху здание, это они где-то на высоте 100 метров от моря находятся, а в той стороне, вот там вот, за этими домами, да, там у нас
где-то Ливадия. Ливадийский дворец должен быть. Вот, может быть, он подсвечен, нет, но тут уже, видите, далеко. Фокусировка плохая. Так, ладно, уменьшаю. Вот. Вот такая вот красота сегодня, короче. Вечерняя красота. Так, и в Ялте я больше был проездом, приехал и уехал, но раз 8 был, наверное. Так. Ну да. Ну, по крайней мере, я думаю, что вот здесь тусовка, она более-менее такая в Ялте подвижная. Тут хоть что-то есть, какие-то развлечения, да? А в других местах Крыма, я не знаю, там, что там делать вообще. Вот так осенью. От скуки чеканешься. Так особо не покупаешься. Но 18 градусов температура воды. Ветрено, прохладно. Как бы. Ну, если днем только можно на солнце полежать, а так, я не знаю, да. Ну, короче, скука. Народу мало. Тут-то хоть люди ходят. Людей видно, а там в других местах, я не знаю, там все, в каком-нибудь поселке, все, наверное, уже все. Ничего не работает. Все позакрывали. Ну, вот там вот тоже под ресторан. Вот там вот ресторан. Видно такое оформление, видно, да? Вот там вот можно посидеть. Ну, не знаю, на ветру сейчас, конечно, фигово. Вон там под крышей, помню, да? Такая крыша. Тут где-то ресторан «Чайка» есть, известный. Он в этой Ялте, на набережной, и вот здесь вот есть. Вот тут, что ли, где-то. Ален Кмел, не скучай, ты ведешь стрим из отеля Ялта Интурист? Ну, вроде бы как. Вроде бы как. Хотя точно не уверен. Ну, тут вот такой вид. Наверное. Я даже и не знаю. Да, я решил немножко включиться, ночную Ялту показать. Вот она такая вот прикольная, да? Дмитрий Милованов, Тима, кого-нибудь из ребят встречал? Я в этом году увиделся дневник коренного крымчанина с Идом, Евгением Щепинским, причем со всеми абсолютно случайно. Ну, так вы ездите, а я сижу в основном, ну, или хожу где-то. Ну, вообще, вероятность так вот случайно встретить кого-то, да, она, не знаю, как в лотерею выиграть 1 000 000 рублей. Очень маловероятно. Тоже надо где-то ходить постоянно, чтобы... Оба-на. Кто это там такие? Такие вот мотоциклисты ездят. Что-то кричат там. Так что... Даже не знаю, как их встретить. Кого-то. Это если посчитать, сколько блогеров приходится на
квадратный метр, там, допустим, вот, в Крыму, ну, наверное, так, не так уж и много их получится. И встретить случайно так вот, проходя, я не знаю, кого встретишь. Все сидят по домам, что бы они будут ходить. И Дмитрий Милованов, приезжая в Якутск, и там случайно тихо встретишь. Не, ну только в определенное время, в определенном месте, допустим, я же не буду просто по городу ходить там от безделья, ага. Допустим, на работу, с работы, там, в магазин, там, еще куда-нибудь. И да и все. А так просто шарахаться по городу смысла абсолютно никакого нету, да еще зимой там, когда холод, вообще желание особое пропадает. Тут, тут можно ходить и как бы гулять, но тоже так это самое. Просто смысл ходить по одним и тем же местам надоедает, понимаете, да? Оно приедается, надоедает, это уже видел, как бы. Так, так, читаем комменты. Так, хоть с вами пообщаться. Так, Надя, Тима, приветик, Надя. Ален Кмел, сходи в Никитский Батсад на бал Хризантем, 210 лет. Слушай, а там я уже был, мы сразу на второй день пошли, туда поехали. Как приехали, сразу же на второй день в этот Никитский ботанический сад поехали. Там ходили. Ну, что-то там никаких я хризантем не видел. Там розы какие-то завядшие. Такого особого никакого что-то шика я там ни хризантем я не видел. Наверное, уже прошло. Так, комменты читаем. Дмитрий Милованов. Те темы быстрее встретить в Ялте. Ну да. Илья Глухов. Тима, привет. Привет, Илья Глухов. Надя, классные стримы, очень понравилось, молодец. Ну вот да, ага. Пообщаться с людьми во время стрима. Илья Глухов, привет. Илья Глухов, Надя, привет. Илья Глухов, Мил, привет. Надя, Илья, привет. Илья, привет. Отлично. Ну смотрите, да, можно вот так вот стримы вести, да? Прямо в Ялте с улицы где-нибудь так вот стоишь и вот так вот город так вот показывают. Ну, сейчас шикарно, да? Еще надо этот, как он называется, стабилизатор, чтобы четкая картинка без дрожания была. Это у тебя, Илья Глухов, это у тебя с панорамой Ялты? Нет. Это вот вид на Ялту. Вот это Ялта. Это сейчас в прямом эфире вот город Ялта. Я показываю город Ялта. Могу даже приблизить. Алкострим не. Я алкостримы не провожу. Ну, хотя были у меня. Был один. Вот смотрите, вот Эйфелева башня. И вот она. А где Эйфелева башня? Она же где? Массандровский пляж. И общение понравилось. Очень воспитанный, умный, спасибо. Да, ну, говорите мне еще надо научиться тогда. Будет интереснее. Так, конечно. Это вот Ялта.
Никакая не ну как панорама, да, на Ялту. Вид сверху. Так, Дмитрий Милованов. Сложнее всего в Крыму встретить крымчанина, поэтому что его ни в одном из его роликов нет. Как он выглядит, никто не знает. Не знает. Так я видел, он приезжал уже на какой-то слет блогеров. По-моему, был он где-то, когда-то светился, и мужчина уже в возрасте, седой. Ничего такого у него, такого отличительного как бы нету, обычный. Ну, волосы на голове, да, если. То есть, если это примета лысый там, или с волосами, не толстый. Мужчина как мужчина, пожилой. Так что, таким образом. Слушайте, тут уже так прохладненько. Хорошо, конечно, взять какой-нибудь горячительный напиток. Типа не алкогольного, а этого кофе, какао горячий. Или глинтвейн. Вот таким вот образом. Ну чё, я, наверное, это уже показал вам. Давайте на старое место приведу. Да что такое, а? Немножко показал. Ну, хорошего помаленьку. А то тут прохладненько, честно говоря, стоять. Ладно, потом поснимаю, что-нибудь еще выложу на канал. Так что было приятно с вами пообщаться. Так, еще комментарии почитаю. Надя, Тима, это твое настоящее имя или для Ютуба ник? Ну, конечно, для Ютуба, да. Ален Кмил. Поехали в Артек. Гурзуф ждет на троллейбусе 20 рублей оттуда такси. Так мы вот на Гурзуф-то вчера ездили в Гурзуф. Я там поснимал. Мы вот заходили там Гурзуфский парк. По нему экскурсия была. Там я тоже немножко поснимал. Ну, вчера пасмурно было, не очень как бы хорошая погода, тоже штормила, но люди там единичные купались немного. Да, мы доехали на троллейбусе, мы что-то на 106-м автобусе или 131-й туда ходит. 131-м туда уехали, до конечки. Там, где Артек написано, вот на здании крупные буквы. А там вниз немного спускаешься уже до набережной. Зашли там, я говорю, вот в этот Гурзуфский парк. А потом обратно поехали на 100. Тоже на 100, на 131 обратно поехали, да. Да. Обратно 131. И у нас обошлось что-то 50 рублей. Но я не знаю, как на троллейбусе. Он же Гурзуф внизу. И довольно дорога крутая. Там пешком идти проблематично. Я бы не захотел, Ну, спуститься-то еще можно, да, а вот подняться, это надо, ё-моё, там мышцы хорошие накачанные иметь туда, на эту трассу, где троллейбус ходит. Поэтому, нафиг лучше уж заплатить 50 рублей за автобус, за маршрутное такси, там, да, как маршрутку. Тем более они ездят как бы нормально, нередко. Поэтому оттуда вы просто доезжаете до автостанции в Ялте, и там уже дальше на автобусе каком-нибудь или троллейбусе за 25 рублей.
Так, так что, так, Ик удалил что-то, Дмитрий Милованов. Но факт, что у себя в роликах крымчан, по-моему, не появлялся ни разу. Ну да, так тоже не видно. Так тоже не видно его, да. Ну где-то он засветился, да. Он на слете был блогеров, но когда-то давно вроде бы. И, ну, мгм. Так что, как анонимный-то, может, ему можно даже и в интернете можно попытаться найти там, поиском его картинку, фотографию, если поискать. Вот таким образом. Так, что тут дети начинают орать. Там вот смотрите, еще приближу. Он штормит волны. Накатывают. Ну вот я думаю, что октябрь он такой будет. Такой, а там уже дальше будет холоднее. Ну как бы дело-то к зиме идет, в общем-то. А так нормально гулять. Самое то сейчас по этим тропам мы ходили по солнечной тропе. Всю тропу прошли тоже. Где-то, наверное, часа два шли. Ну, там останавливались. Конечно, садились там на лавочки, отдыхали. Но лучше, конечно, идти не от Ливадии по тропе, а оттуда сверху, где Гаспро, там санаторий-то называется. Вот от него лучше с Гаспро с конца. До туда доехать можно довольно просто тоже на автобусе, маршрутном такси. И там немножко пройти назад, и уже начало тропы будет, она отмечена, такой знак, соответственно. И все. И получается, что как бы вы вниз потихоньку идете. Ну, она не такой большой наклон имеет, поэтому, в принципе, можно от Ливадии идти, от дворца прямо. Но проще вот оттуда, как бы с конца, с Гаспро. Много народу там тоже ходило, отдыхающих. Ну, штормило, что людям делать. Вот по тропам ходят. Тут еще Будкинская тропа есть. Ну, я не знаю, что-то. Она там выше, за зоопарком идти туда. Что-то особо неохота. Хотя можно, ну подумаю, еще может быть сходить по Будкинской. Посмотреть. Там виды-то, конечно, красивые открываются местами. Так, кто что написал? Надя, хорошего вам отдыха, спасибо большое. Алентмил, молодцы, троллейбус до остановки, приятная встреча. Но твой вариант лучше, главное найти автостанцию в Гурзуфе. Ну, мы не автостанцию, там, говорят, поселок-то Гурзуф большой, как бы, да, и причем он вот на этих горах, вот как Никита поселок тоже есть, где Никитский ботанический сад. Мы туда как доехали? Мы на троллейбусе доехали до Никиты, а там дальше спускались. Ну, спускаться-то нормально, да, вот потом на троллейбус этот подниматься, я не знаю, это довольно напряжно, ага. Если вы не тренированные у вас ноги, да, то вы там запурхаетесь. Здесь вообще в Ялте без коня, без машины, да, я не знаю, жить очень сложно, ага. Поэтому
тут машин так много вот стоит, в общем-то, как... Ну, общественный транспорт есть, но он же, понимаете, до определенного времени только ходит, потом там время пик есть, когда там фиг залезешь, ага, все это толкаться, вот, нужно вам, ага. Поэтому без коня здесь вообще не представляю, как жить. А если, не дай бог, что-нибудь со здоровьем случится, там ноги откажут. Когда город-то ровный, там можно ходить, да, а здесь, ну, спустился, а подняться, надо силы все равно иметь. Такси заказывать, оно, ну, не у каждого денег хватит на такое удовольствие разъезжать здесь на такси. Поэтому машину, конечно, да. Поэтому машин много вот стоит. Все улицы вот здесь, по сути дела, они заставлены с одной стороны автотранспортом. Хоть сейчас и не сезон, но все равно вот сейчас, даже сейчас они заставлены. Хоть сейчас и отдыхающих мало, все равно заставлены. Ну, дороги узкие. Где людям тут ставить машины? Не предусмотрено было. Это вот в новых каких-то зданиях там гаражи подземные, все, паркинг есть, а вот где вот эта старая застройка историческая, там вообще даже никто не думал, что какой-то гараж и все, и где машину. Там вот хорошо, если двор есть, ага, там где-нибудь ее поставила, так и негде, по сути, только на дороге. Ну, в те времена, когда город формировали, никто же не думал, что такое количество машин будет и вообще столько людей здесь будет жить. Вот эти еще высотные здания строят. Получается, что плотность еще увеличивается. Количество же на единицу. Поэтому тут ограничено, да, вот это вот еще вдобавок, как бы площадка, она ограниченная. То есть низина, есть вот боковины вот эти горы, да, слева, справа. Ну, как распадок такой получается. И все здесь ограничено. Это строительство. Ну, здесь в перспективе, я думаю, если под снос делать какую-то реновацию, да, старые вот эти вот ветхие здания, их сносить и строить вместо них нормальное как бы жилье уже, да, современное, удобное, то, то вот в эту сторону увеличение как бы улучшение жизни горожан возможно. А так по-другому с этим старым ветхим сектором историческим что-то сложно здесь сделать толкового. Так, ну что, ладненько, наверное. Еще немножко почитаю. Тима, может, Вадима встретишь? Ну, он там где-то. Вон там, видите, да? Где я сейчас снимаю. Там далеко-далеко, где-то он там находится. Так что до туда не ближний свет. Да и он тоже, я не думаю, что он гуляет тут по всему городу где-то же ходит. Он там в своем райончике только ходит где-то до магазина, обратно, это и все. Ну, по нужде, может, куда-нибудь там платить за квартиру или еще куда-то там чуть подальше ходят. А так-то нафиг ему не надо ходить нигде, поэтому вот.
шансов встретить, я говорю, как в лотерею миллион выиграть. Так, читаем дальше. Аленкмел. Надя Экстримов не гуляет, сидит дома. Да, да, на промбазе погуляй, может и встретишь, когда за икилом быть. Да здесь алкоголь, вот я не знаю, он везде. Тут алкомаркет, потом рядом аптека, потом крымская косметика, да. Потом что еще? Крымские сладости. Вот они так перемежаются. Гастроном там. Ну, такого плана все. Так что тут, чтобы алкоголь купить, тут в шаговой доступности. В любой точке Ялты полно причем. Причем и доставка тут какая-то есть, поэтому можно и заказать, в принципе, вроде бы. Если вам лень ходить, ага. Так, дальше читаем. Давай, чат открывайся. А вдруг выйдет за водкой. Так он за водкой, он бегает, он там, по-моему, 15 минут бегает или 10 минут во время стрима. Она у него где-то рядом с домом, там 3 минуты ходьбы от дома водка это продается. Так, Надя, или за томатным соком. Да, томатный сок тоже полезен. Дмитрий Милованов, особенно зимой по гололеду. Ну, я вообще, тут говорят вообще все, в гололед-то все прекращается, вся жизнь, потому что, машины просто по этим горам, они не могут ездить, не ехать, в гололед, поэтому как они тут будут перемещаться. Поэтому, не знаю, тут насчет гололеда, наверное, людям-то опасно даже ходить. То есть пешком можно долбануться, слететь где-нибудь по этим ступенькам, дорожкам по этим. Пойдешь и потом, калека, что-нибудь сломаешь себе там, с горки упадешь и все, А тут как калекой в Ялте жить? Я вообще не представляю. Тут надо ноги хорошие иметь, чтобы ходить вверх-вниз. Причем тренированные, ага. А еще и со сломанной ногой вообще не представляю. Надо место жительства менять куда-нибудь в район, где у нас плоская, Евпатории, там или Керчь переезжать, или Симферополь переезжать отсюда. Поэтому такой город, конечно, хороший, но на любителя, со своей спецификой. Аленкмел. Надя, он берется за ум, реже стал пить, над этим работает. Конечно, надо реже пить, потому что, сами понимаете, возраст, алкоголь-то забирает здоровье, соответственно, годы забирает, и у алкоголиков повышается резко риск неожиданной смерти. То есть, чем они больше бухают, тем у них шансов вот так вот в один момент представиться на тот свет, она очень сильно повышается. Не говорить, что этот гепатит там, цирроз печени и так далее, всякие другие заболевания на почве алкоголя возник. Поэтому, конечно, надо браться за ум, пока не поздно. Дмитрий Милованов, пешком пока на горку заберешься, ноги поломаешь. Да, естественно. Вот мы жили тут, в 16-м году, на улице Строителей. Я жилье забронировал.
по этой было написано, что там типа 10 минут до набережной Приморского пляжа. Ну, 10 минут это спуститься. Ну, не 10, даже 15 минут спуститься. Но подняться там на 100 метров получается вверх. Да, блин, все проклянешь там, ё-моё, блин. Там, если по этой улице Достоевского идти, она такая крутая, там вообще, не знаю, ну, я говорю, тут вот пока живешь, можно многих очень хорошо натренировать. А отчасти это хорошо, то есть если у людей застой, то попадая в такую среду, как бы вы вынуждены будете ходить вверх-вниз. Даже полезно. Так, Надя, Алинк, дай бог, мы все будем только за здоровым образом жизни, Вадим, большая половина. Угу. Алинк, Тима, вы еще долго? Ну, да, пока пару неделек еще будем. На пароме переправляетесь? А на каком пароме? Ну, мы на поезде приехали. Железная дорога работает, все. Поэтому проблем никаких нету с железнодорожным сообщением. Там даже, насколько я знаю, добавляются поезда. То есть их еще больше стало ходить. И вот мы ехали этим поездом, он весь был заполнен. Весь заполнен. Там свободных мест-то и не было, по сути дела. То есть люди едут и туда, и сюда едут они. Ну, как авиасообщения нету, получается, что людям надо ездить, не у каждого машина там и так далее. Не у каждого машина, поэтому поездом. А на автобусе тоже можно, но на автобусе тоже специфика своя, там надо, не каждый выдержит автобус этот. В поезде-то хоть лежать можно там, ну, дольше, как бы, да, получается, с Москвы это 2 ночи. А 2 ночи, да? А автобусом быстрее, но там надо сидеть, короче. Наверное, тоже кто-то ездит автобусом. Просто на поезд надо заранее билеты брать, естественно. Или вы будете ехать на какой-нибудь верхней боковой полке. Так. Дмитрий Милованов, в Ялте за каждую ветхую хибару хозяева запросят несколько квартир в Москве. Ну да, такие хибары тут вообще. Где походишь, так ужаснешься. Тут земля стоит, а хибара там, наверное, она ничего не стоит. То есть это то, что здесь все делают, из такого материала картонного, какое-то непонятное. Это же не как раньше дома там делали из камня. А тут вот этот новодел, то, что понаделали его, ну, пристройки всякие, это картонные там какие-то бумажные сараюги, поэтому этот сарай, конечно, ничего не стоит, но вот земля, она, конечно, тут золотая, просто бешеные деньги строят. Ну, сами понимаете, что вот такой участок земли, как Ялта, да, где находится, это уникальное место, поэтому еще где-то найти что-то подобное сложно, поэтому и оно очень дорогое по цене, естественно. Ну, естественно, это земля там приватизирована или как там, я знаю, на каких условиях, то есть в чьей-то собственности находится, поэтому вот сложно
все тут сложности возникают параллельно с этим. Так, чат. Дмитрий Милованов. Поэтому Вадим за водкой бегает, как известно, если по пьяни упасть, ничего не будет. Ну, да, говорят, пьяный, когда человек, он более расслабленный, и он, когда падает, меньше травмируется. Я такое слышал, да? Так, дальше. А поезд с Москвы? Да, поезд Москва, Казанский вокзал, Симферополь, Севастополь. Ну, там много. Зайдите, если интересно, где какие значит, поезда ходят. Сайт Grand Service Express. Значит, там расписание. И там же можно купить билеты без посредников. Без посредников можно билеты купить. Там все рейсы, какие ходят. Ага. Grand Service Express, Таврия. Направление на Крым получается. Там поезда ходят с Санкт-Петербурга, Новосибирска, Москвы, еще откуда. Ну, с нескольких городов они сюда, в Крым ездят. Потом, Вадлер, Анапу, по-моему, да, тоже стали ходить. То есть можно, в принципе, сесть и съездить отсюда в Сочи. Добраться до Сочи без проблем. Так, Аленк, Мел, тяжелая дорога. Как вы выдерживаете 2 раза в год, как дети вас отпустили? Я не один тут. Мы с дочерью приехали, она учится онлайн. Сейчас есть возможность онлайн детям учиться, поэтому, ну, срок небольшой, как бы. Тут мы выезжаем на небольшой срок, поэтому она сейчас вот занимается через интернет, делает уроки, выполняет. Поэтому можно ездить, можно ездить даже с детьми. Сейчас такая возможность представляется. Так, давайте еще почитаем. Все уже, да? Ну, ладненько, наверное. Тогда всем пока. Я уж тут немножко уже подзамерз. Пойду я. Ладно, всем пока, до новых встреч. Приятно было для вас постримить, Ялту показать. Так. Ага, хорошо, передам. Василий Лавигин. Привет, Тима. Привет. А я уже тут это самое. Что-то поздновато подошел. Я уже тут замерз, ага. Поэтому собираюсь стрим заканчивать. Вот вид на Ялту. Вчера неожиданно стрим прервался у меня. У меня трафик кончился на волне. Гигабайты закончились. Я за неделю 15 гигабайт съел. То, что там было, поэтому стрим вот так вот неожиданно прервался. Ладненько. Я уж все выключаюсь. Все, ладно. Потом еще постримлю как-нибудь. Все, ладно. Всем пока. Пойду я греться.